Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. По данным Управления Роспотребнадзора, выявлено 144 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 80 случаев зафиксировано в городе Якутске. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Верхневилюйском улусе и, соответственно, анализу ситуации и разбору ситуации в Верхневилюйском улусе была посвящена в том числе и командировка оперативного штаба, по результатам которого были сделаны выводы о необходимости принятия ряда мер, направленных на то, чтобы не допускать и, соответственно, купировать соответствующие группы заболеваний, которые возникли в Улусе. И основной вывод, который был сделан сегодня и доложен главе Республики Саха-Якутия, он связан с низкой вакцинацией населения в тех населенных пунктах, где возникли соответствующие группы заболеваний. Необходимо обратить внимание на то, что именно эта тенденция, связанная с тем, что какое количество заболевших и какое количество вакцинированных, они являются между собой взаимосвязанными соответствующими категориями, и поэтому обращаем внимание глав муниципальных образований поселенческого уровня усилить личный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией через процедуру вакцинации на территории своих поселений. По 7 случаев, зарегистрированных в Амгинском и Мирнинском районе, характеризуя амгинскую ситуацию, необходимо обратить внимание, что ситуация ковид расползся по ряду муниципальных образований, и соответствующие меры, опять же, должны быть приняты на уровне районов и глав поселений. 6 случаев зарегистрировано в Чурапчинском, 6 в Мюрингринском, 5 в Чурапчинском улусе. По 4 случая зарегистрировано в Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском районе. 3 случая зарегистрировано в Алекминском районе. Обращаем внимание на Алекминский район. Необходимо обратить внимание на акценты, связанные с позицией того, что достаточно долго после создания устойчивого коллективного иммунитета перед соответствующими мероприятиями, связанными с проведением СТХ Аланхо, была ослаблена после этого работа по вакцинации. И, по сути дела, Улус, который находится в некой территориальной изоляции на настоящий момент, так как есть достаточно небольшое количество лишь только возможности туда транспортной доступности по реке, каждый приезд по реке, соответственно, привозит и новые случаи в Алекминском районе. Поэтому здесь необходимо сегодня и тем, кто выезжает в Алекминский район, и те, кто проживает в Алекминском районе, обращать внимание на эту ситуацию и быть более осторожными. По 2 случая зафиксировано в Булунском, Вилюйском и Сундарском улусе, и по 1 случаю в Алданском, Алайховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Оленёкском и Среднеколымском. Анализируя последнюю неделю, необходимо обратить и выделить 2 района республики – Анабарский и Алайховский улус, поблагодарить жителей этих районов и глав муниципальных образований и, соответственно, медицинских работников и работников управления Роспотребнадзора. За последнюю неделю не выявлено у них ни одного случая, а это говорит о том, что дети пошли традиционно в школу и, соответственно, с соблюдением всех требований, ситуация в целом является стабильной. Мы дальше продолжаем проводить исследования методом как ПЦР, ИФА и ИХА в труднодоступных и отдаленных территориях Республики Саха-Якутия. За сутки проведено 2614 исследований. На 6 сентября 2021 года в республику поступило 461 755 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сегодня у нас первую дозу вакцины получило 326 318 человек. При этом необходимо обратить внимание, что все-таки большое количество лиц старшего поколения уже сегодня у нас также начало вакцинироваться. Особенно это связано с тем, что ряд вакцин допустили для лиц, которые старше 65 лет, и тем самым мы можем и давать такую возможность защиты и лицам старше 65 и 60 лет.
В республике началась массовая ревакцинация. Значит, на этой неделе должна быть завершена вся ревакцинация по учреждениям социальной защиты. Еще раз обращаюсь внимание к гражданам Республики Саха-Якутия. Те, кто ставил вакцину 6 месяцев назад, переболевшие 6 месяцев назад, приглашаем в наши медицинские учреждения для ревакцинации. Вакцины, которые находятся в наших медицинских учреждениях, достаточно для того, чтобы провести, значит, вакцинацию без проблем и, соответственно, значит, иметь соответствующий доступ к, значит, в целом свободному, по сути дела, более спокойному, защищенному состоянию от новой коронавирусной инфекции. Спасибо за информацию. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19. А мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Преступление и наказание. Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из строительных организаций